Василий Борисов – отличник культуры Республики Саха-Якутия, кандидат педагогических наук. Родился в селе Барагонцы Усть-Алданского района. В 2009 году окончил Арктический государственный институт культуры и искусств. Трудовую деятельность начал в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия в должности библиотекаря. С 2023 года является заместителем директора Национальной библиотеки Якутии. Василий, здравствуйте. Добрый день. Я очень рада вас видеть. И вот когда разговор заходит о библиотеках, первая ассоциация, которая у меня возникает, это такой прекрасный умиротворяющий запах книжной пыли в Покровской библиотеке, где прошло буквально мое детство. Для меня этот запах ассоциируется с ощущением безопасности. С ощущением безопасности, покоя, умиротворения и того, что время замерло, и здесь мне хорошо. Современные библиотеки, наверное, какие-то другие библиотеки. Каким образом туда внедряются технологии? Вот то, собственно, на чем вы специализируетесь. Ну, внедряется, как и везде, да? То есть тут, во-первых, можно сначала начать по классике, да, скажем так, то есть финансовое обеспечение. Кадры, аппаратное обеспечение, программное обеспечение, интернет, вот это вот все, и тогда как будто бы там появляются технологии. Есть такая точка зрения. Она не всегда работает. Вот так вот сложно, чтобы она взяла и таким вот образом там что-то появилось и начало работать. Да? Сам интернет, вот сама философия интернета, она же такая, она централизованная. То есть, вот такой пример. Есть социальная сеть, есть ВКонтакте. Она там разработана какой-то определенной компанией, и вот она там работает централизованно. Это, по сути, социальная сеть. Социальная сеть. Там есть разработка, поддержка, там все делается там, а мы как бы пользуемся этой социальной сетью. То есть, не знаю, я правильно ли употребляю термин централизация, да, но примерно похоже. И у нас был, и есть такой проект, называется «Единая цифровая среда библиотек Республики Саха-Якутия». Там идея заключается, она очень простая, разработка, там, внедрение, все сложности там, технологические и прочее, это все на национальной библиотеке. А коллеги из муниципальных библиотек, собственно, пользуются вот этой распределенной или централизованной сетью, грубо говоря. Но это, конечно, не снимает вопросов, которые связаны с наличием, возможно, серверов каких-то промежуточных, да? Рабочих станций. Вот, допустим, если мы скажем про смарт, там же есть аппараты самостоятельной книговыдачи. Да. Да, вот. Терминалы. Терминалы, да, информационные киоски, вот RFID-метки, там все вот так это работает. И на уровне единой цифровой среды без финансирования, конечно, такие штуки не купить. Нет, конечно. А то, что касается кода, приложений и сервисов, это вот можно централизованно сделать. Это вот первое. А второй момент, он такой достаточно сложный. Вот, есть организационная структура, учреждения, библиотеки. У нас есть какие-то отделы, они вот таким-то образом друг с другом взаимодействуют и работают, у нас появляется библиотека. И мы такие думаем, а давайте мы поставим компьютеры, поставим сервер, приложение накатим, и вот у нас будет все вот оцифровано. Так не работает. Так никогда и нигде не работает. Чтобы эта цифровизация, она хорошо туда, скажем так, проникла, устоялась и начала работать. Начала хорошо, эффективно работать. Всю эту организационную структуру надо сильно поменять. Так. Вот. Поэтому... И вы этим занимаетесь? Не я один, там у нас по направлению человек 30. Которые этим занимаются. Подразделения. Там несколько подразделений. Есть центр, внутри центра отделы, которые этим занимаются. Там кто-то разработкой, кто-то системным администрированием, кто-то, в общем, стратегией, да, архитектурой этих систем. И поэтому, вот если по-обывательски посмотреть, мы закупили, поставили и все заработало, на самом деле не так. Вообще не так. Там очень много изменений, и эти изменения могут быть достаточно болезненными для некоторых специалистов, допустим. Вы имеете в виду вообще какие-то функции, которые можно выполнять при помощи искусственного интеллекта без участия человека? А тут, на данный момент это так. А, допустим, вот лет 5 назад, 6, когда про искусственный интеллект, обычные обыватели даже не знали, да, но он существовал, но про него не знали. Даже вот на уровне баз данных, сайтов и прочих автоматизированных систем, даже без искусственного интеллекта там меняется. Там меняются должностные инструкции, связи между отделами уже начинают работать не так. Кого-то из какого-то отдела могут перевести в другой отдел. Вот.
дополнительные функции появятся. Ну, это внутри изменения структуры будут. Изменения структуры, и они затронут и специалистов тоже. А для потребителей как это будет, как это скажется внедрение искусственного интеллекта? То есть, грубо, когда наступит такое время, когда мне будет приходить пуш-уведомление, что вот, Анна Александровна, вы давно у нас не были, пора прийти в библиотеку, у нас как раз новое поступление, мы проанализировали то, что вы брали в последнее время. И подготовили для вас подборку новых книг из поступления. Угу. Раньше надо было разрабатывать мобильные приложения. Так? Мы брали мобильные приложения. Сейчас есть различные решения там, внутри того же ВКонтакте или Телеграма. Там есть мини-приложения, так называемые, которые не надо устанавливать. Вы, наверное, кстати, пользуетесь тоже. Телеграм-бот обычно вы нажимаете, запускается маленькое приложение, оно появляется внутри Телеграма, и вы там можете какие-то другие... Старт, да, Старт-бот, он включился, что-то у вас поспрашивал, что-то про вас уточнил, допустим, номер читательской билета или что-то еще. Потом еще нажимаете, типа, запустить приложение или открыть приложение, там открывается мобильное приложение внутри Телеграма, но это не мобильное приложение, его не надо скачивать. Не надо скачивать, куда-то устанавливать там в сторы или что-то еще, оно так работает. И эта штука, чтобы, наше мини-приложение, чтобы оно отправляло пуш-уведомления, это вообще очень легко реализуется. А на основе анализа мне предлагается уже готовое решение. Вот я про это. Значит, таким образом, да? Допустим, это сейчас у нас реализовано на сайте в личном кабинете. Но там есть один такой, из кухни. Да, как бы такой рассказ. Значит, там есть такая проблема, когда надо понять смысл. Допустим, если мы вам будем рекомендовать книги того же автора, да? Вот почитали Пушкина? Грубо говоря, поставили лайк. Это читатель любит Пушкина, давайте будем ему рекомендовать Пушкина. Это будет такой немножко наивный способ реализации этого функционала. Конечно. Нам надо сделать так, чтобы наша система понимала идею, смысл этих книг, которые вам понравились, находить такие же книги в базе данных, схожими штуками, и как бы вам их рекомендовать. Да. Это реализуется на основе эмбеддингов и векторов. Это как бы такая технология, используется везде тоже. И когда мы очень довольны с нашими разработчиками, сказали, вот теперь у нас будет векторная база данных, мы теперь тоже будем как видеохостинги или как Озон будем. Да, они у нас все в руках, эти потребители. Но мы застряли, у нас было узкое место, которое зависело от наших аппаратных, тогда мощности наших серверов, скажем, вычислительных мощностей, и мы там застряли, потому что эти вектора тогда считались очень долго. Но очень долго, это секунд 5-6, это уже считается долго для пользователя. Вот вы будете недовольны. Допустим, вы там открыли, мы рекомендуем, а там что-то стоит, крутится или там что-то бежит. Подвисает, в общем, да? Я вспомнила это слово «алгоритмы». Когда алгоритмы мне предлагают, допустим, такое используется почти на всех платформах видео. Да. То есть выбор, допустим, этой платформы, это их список, потом подборка по вашим предпочтениям, или вам может понравиться. И пошло то. И оно очень похоже на то, что я до этого смотрела. Да. Да? Да. Вот у нас это уже в коде-то реализовано. Да, уже в коде реализовано. В коде уже есть. Нам надо чуть добавить... в общем, это в нормальных, скажем, не в нормальных, а в коммерческих компаниях это решается очень просто. Да? Мы арендуем какие-то облачные мощность. Да. Там Сбер, Клауд, там Яндекс, еще что-то, я уже не помню, как там это называется. Там размещается, когда клиентов много, мы берем больше мощностей, когда клиентов много, мы там регулируем, и все это дело платное. Да. Все это дело платное. А библиотеки... бесплатные должны быть. Да, вот когда мы уже начали говорить, что там все вообще доступно, там все это бесплатно, но это имеет Да. То есть как будто бы оно идет вразрез с основной концепцией. Но, грубо говоря, если бы были деньги, если бы у библиотек было много статей внебюджетных доходов, допустим, от продаж каких-то или от каких-то платных услуг, достаточно большой объем, тогда можно было бы эти технологии вообще очень быстро внедрять. Но тут же есть еще такой интересный момент, что потребность в этих вычислительных мощностях, она из года в год падает. Вот вы же говорите, алгоритмы, да? Они оптимизируются постоянно. И, допустим, если 2 года назад для решения какой-то задачи нам требовался, грубо говоря, вот такой сервер, что сейчас для решения этой же задачи, нам нужно совсем чуть-чуть. И, кстати говоря, вот эти именно технологии искусственного интеллекта, вот эти модели, они оптимизируются очень
хорошо, Быстро. да? быстро. И вот появился же этот китайский DeepSeek, Да. и все стали говорить DeepSeek. У нас как бы это было на кончике языков, скажем так, или пальцев, потому что он говорил на якутском, ну и сейчас он говорит на якутском, да? То есть там все переслали скрины, вот смотрите, он на якутском, говорит, как такое возможно? Вот главный хайп, если так можно выразиться, вот почему стали о нем говорить, потому что такие способности были достигнуты, потратив очень мало ресурсов, в том числе вычислительных, по сравнению там с другими такими похожими Ну, решениями. значит, наработки уже были, да? Просто какие-то смежные. Да, вот прогресс такой. А вот, между прочим, кстати, сразу вопрос. Я об этом даже никогда не задумывалась. Вот то, что у нас в Якутии, то, что у нас в России, очень большое внимание все-таки уделяется, насколько я могу судить, сохранению библиотек, чтобы они работали, чтобы туда ходили люди и так далее. А в мировой практике есть такая же тенденция? Есть вообще такой запрос? Или у вас нет информации? Нет, ну вот любая отрасль, представители любой отрасли, да, ведут на постоянной основе Мониторинг. мониторинг. Да. Там поразведать, что там происходит. Есть интернет, как бы, и большие языковые модели с этим тоже хорошо справляются, если им поставить задачи. И там меры поддержки. Ну вот, допустим, можно сделать так. Развитые страны, давайте их так назовем, да, в кавычках. Развитые страны, там поддержка библиотек большая. А вот, допустим, в развивающихся странах там ситуация может немножко по-другому выглядеть. Ну, значит, у них есть наработки, или, может быть, у них есть технологии такие. Какие именно? Ну вот то, о чем мы говорили, которые нам чуть-чуть вот докрутить, и они будут работать. Ну, как бы там на нашем уровне-то докручивать-то ничего не осталось. Там просто вот объективные барьеры, да? Скажем, нехватка ресурсов в какой-то мере. Но скоро это можно будет реализовать. И сейчас, скорее всего, это можно реализовать, если реализовать не в лоб. Вот есть такое выражение «наивное решение». Вот Так, что это? Обычно употребляется, когда какие-то олимпиады по программированию. Там дается задача и дается время, очень короткое. И ты думаешь, как эту задачу решить? И у тебя, я придумал. Надо сделать так. Это решение, оно никуда не годится. То есть оно ресурсозатратное, оно неэффективное. И ребята, которые проходят эту олимпиаду хорошо, много раз ее проходили, они советы дают. То, что пришло первое, вот это вот наивное решение, даже не трать на это время, выкинь. Сразу начинай думать другой алгоритм, с помощью которого можно это решить. То есть поднять эффективность этих систем каким-то образом, наверное, можно. Вот даже располагая такими небольшими ресурсами, да? Но это надо зайти с какой-то другой стороны, возможно, да? Возможно, воспользоваться, допустим, вычислительными мощностями партнеров. Допустим, у нас такие есть. Да. И без этого, допустим, все наши проекты по искусственному интеллекту сложно было бы реализовать. Но это же такое творчество такое. Да. Да. Это же всегда про эффективность. Мы должны затратить меньше ресурсов каким-то образом хитрым, да? Да, еще есть такое выражение костыли. Это когда программа не работает как надо. И сюда приделываются всякие всякие фичи. Не очень ловкие штуки, которые разработчик называет костыли. Да? Как бы их не видно, но работает же как бы. Вот с ними работает. Да, с ними работает, а то, что они есть, как бы никто не знает. А на самом деле их не должно быть, этих костылей. А вообще мы с вами парадоксальный разговор ведем. Вы не заметили? Мы говорим о технологиях в той сфере, о развитии технологий в той сфере, которая, по идее, должна бы сохранять элементарный человеческий навык. Навык чтения большой информации. И вот мы сегодня говорим, что развитие технологий очень сильно сокращает возможности человека в этом смысле. То есть тогда, когда мы уже не можем большие книги читать, мы не можем осилить лонгрид. Нам нужны все короткие сообщения, короткие месседжи, очень быстрые решения, шортсы короткие. И в таком случае современный человек лучше воспринимает информацию. И получается, что как будто бы такой немножко конфликт возникает. Или это я передергиваю? Тут с какой стороны посмотреть, да? Скучная часть ответа будет заключаться в том, что есть такое понятие, как информационный взрыв. Это когда в обществе за очень короткий промежуток времени становится очень много информации.
Первый такой взрыв произошел, насколько я помню, когда человечество изобрело книгопечатание. Раньше были рукописные книги, Да. их было мало. И были переписчики, люди, Да, которые да, их хотели. было мало, это вот и никому как бы информации как бы очень. Потом у нас появляется книгопечатный станок, и мы начинаем тиражировать. Информации становится очень много, да? Вот как бы много информации, но, скорее всего, тогда еще человечество могло с этим справиться. Ну, вот. А потом приходит интернет. Допустим, историю интернета же обычно делят на два больших этапа, да? Веб-1, вот первый, когда сайты были как газеты. То есть мы читали новости, там, вот, мы прочитали, оказывается, дела идут так, да? Потом приходит веб-2, веб 2.0 обычно называют. Это когда каждый пользователь автор. То есть мы можем писать посты, да-да-да. спорить Заметки. в комментариях, там что-то можем делать. Таким образом, каждый житель планеты Земля, который захочет, тоже создает свою информацию. Таким образом, количество информации прогрессирует ужасными, как сказать, объемами, да? И тут как бы встает вопрос, а вот эти вот короткое представление информации, оно вот от этого зависит, да, что вот человеку надо как можно больше в огромном океане информации что-то вот взять. Или наоборот, это потому что люди привыкли, вот стали такими, что они читают вот такие вот короткие сообщения. Или это вот объективная реальность, она сама по себе такая стала, слишком много у нас стало информации, и мы вынуждены вот действовать вот таким вот образом. Тут я не знаю, какой ответ правильный. Выбирать самое короткое из самых коротких. Ну, наверное, так. И мы же, как бы у нас времени свободного становится все меньше и меньше же. При этом времени, проведенного за скроллингом и за потреблением бесконечного информационного контента, у нас становится больше. Ну, объективно же. И опять это как будто бы конфликт. Да? То есть говорят, люди перестали читать. При этом вы говорите, люди очень много читают. Почему? Потому что мы постоянно потребляем информацию. И вы правы. Именно вот в этом смысле. Хитрым способом, да. Да, каким-то хитрым способом вы оказываетесь правы. По факту, да, читают, но тут вопрос качества информации, тут вопрос глубины знания, тут вопрос вообще ценности первоисточника. Потому что, опять-таки, тот же самый искусственный интеллект, он же что может сделать? Он может скомпилировать чужие мысли. И я такая, напиши мне текст про то-то. И он берет чужие мысли, и потом я их выдаю за свои. Но тут же ситуация, скорее всего, такая, да, что искусственный интеллект, он ваш ассистент. Ну, он как маленький попугайчик, который так умеет складно говорить. И этот маленький попугайчик каким-то образом прочитал весь интернет, грубо говоря. Кстати, он же еще запоминает не тексты, он запоминает идеи этих текстов. Вот так он работает, вот так он обучается. И вы ему там ставите какую-то задачу, да? Вот уважаемый искусственный интеллект там, и даете ему как можно больше контекста в своем запросе. Там указываете, какое мероприятие, продолжительность, сколько там людей, там все признаки, которые вы описываете, ему даете, и он вам выкатывает какой-то ответ. Или там статью, какую-то справку, что-то еще, информацию какую-то. И тут же вы читаете, тут же включаются ваши биологические нейроны. Вот искусственные нейроны за вас поработали, что-то вам дали, и тут включается ваш мозг, ваши знания, ваш жизненный опыт, там все, что у вас отпечаталось, ваш культурный код. Вы эту информацию принимаете, как будто бы это еще один источник, но который очень быстро, как вы говорите, компилирует или генерирует информацию. Да. Ваш мозг этим пользуется, его перерабатывает, и он не в один будет же этим пользоваться. Идеями, смыслами, которые заложены в этом. Он присваивает эти идеи, смыслы, и такой, это же моя мысль, да, это же мое вот отношение к жизни. На самом деле это не мое отношение. Но в книгах тоже же какое-то отношение автора, который это писал. Но он писал своими биологическими нейронами, да? Да. Затрачивая большое количество там, времени, ресурсов, он это все трудился и получился такой труд. Искусственный интеллект бездушный, безэмоциональный математические алгоритмы, но которые могут очень-очень сильно помогать вот именно в этих условиях, в которых сейчас, ну, громко говоря, человечество, да, оказалось со всем этим информационным шумом, с этим скоростью жизни, все там быстро-быстро. Тут это незаменимый инструмент на самом деле. Но надо им пользоваться правильно. И вот вы совершенно правильно говорите, когда он там что-то придумал, да, галлюцинация называется, галлюцинация нейронной сети. Есть такое вот устоявшееся выражение. И надо просто вот понимать, что эта штука может выкинуть вот такое вот. Но это ваш помощник, и тут не получится, вот я вот сгенерировал, все, отправил руководству какой-то отчет сгенерированный, якобы молодец.
ну, тогда как бы и человек-то как бы в этом месте тогда не нужен. Ну. Да, и поэтому нужна ваша экспертиза же. Вы получили материал, пропускаете через себя. Вот так примерно и работает же. Пишем хороший промпт. Чем больше хороший промпт запрос мы написали, тем более четкий хороший ответ мы получили. Этот ответ проходит через нашу призму. Через нашу редактуру. Редактуру, идеи какие-то, что-то еще. А вы же можете еще, кстати, не забрать оттуда сразу, а сказать да, ему. Что-то вот здесь вот ты как-то вот так исправь. Вот, перегнул. да, быстро там сделай, пожалуйста. Тут же он как бы это сделает. Допустим, у вас много отделов там, да, пишут разные отчеты, разные материалы, разным стилем там и прочее. Сделай, пожалуйста, один. Или, допустим, сократить текст. Обычно руководство уже так бывает. Мы там пишем справку 5 листов. Все, Вася только основу, все, сейчас вот начинается там суммаризация, да, говорим, сократи, оставь важное. И он тук-тук нажал, все, как бы готово. Поэтому сейчас, наверное, дела обстоят таким образом. Допустим, есть два специалиста примерно одинакового уровня, одинаковой должности, у них к ним задачи приходят примерно плюс-минус одинаковые. Если один из них пользуется этими технологиями, а второй нет, то, ну, я так предполагаю, что, скорее всего, там месячную премию постоянно будет получать тот, кто умеет пользоваться технологиями искусственного интеллекта. Вот так, да? Но это же дает очень большую помощь, оказывает человеку, если правильно к этому относиться и правильно этим пользоваться. А тоже есть очень много историй там, про банкротство, про разводы, там, причиной чего все вот эти вот системы были. Да? Если мы понимаем, что там математика, там вероятности, то есть это не абсолютные знания, просто это наш помощничек вот такой вот маленький, быстрый такой, хорошенький, которым надо правильно пользоваться. То им надо управлять в таком случае. Обязательно. И вот тут, А не позволять ему управлять. кстати, нами. вот, да, вот еще одна такая проблема, еще один риск, да? Обычно так говорят, ограниченные знаний искусственного интеллекта, ну, на которых он обучен. Обычно же там говорят, модель там разбирается в информации до 23 года. То есть вы у него спросите за 24 год, он не обучен и ничего не скажет. Первый риск. Второй риск — это галлюцинации, когда он может там что-то придумать. Кстати, это, скорее всего, не баг, а фича. То есть он так и должен работать, скорее всего, потому что он на вероятностях работает. А вот третий, и самый важный, это когда человека затягивает в эту вот черную дыру. И он перестает сам генерить. Критическое мышление у него немножко ослабевает, и он слишком доверяет машине. Это, наверное, происходит из-за того, что он не совсем понимает, что там внутри как бы происходит. Потому что же машина же, есть же такой тест Тьюринга называется. Читали, да? Да, да. Вот, допустим, и когда эти штуки появились, по-моему, это зима 21-22, я как раз дежурил в библиотеке. Что это такое? И сел, и сразу надо проверить на тест Тьюринга, потому что как человек разговаривает. Да. Видишь, он только отвечает, и думаю, что такое произошло, какой он переворот. Он прям ведет диалог полноценный. И пользователь, который себя не защищает и думает, что это вот как общение с человеком, он может попасть вот именно в такую ситуацию, когда и критическое мышление у него будет, внимание притупится, слишком большое доверие к этим технологиям будет, и этого допускать нельзя. А как не допускать? Понимать, как они работают? Примерно. А понимать, что ты человек. Ты в этом доме человек, да? А не какой-то там искусственный интеллект. Не какой-то искусственный интеллект. Есть концепция, которая называется AGI, аббревиатура из 3 букв, английских букв. Это сильный искусственный интеллект, и предполагается, что он в будущем появится. Если он появится и будет работать так, как предполагается, то он будет на уровне с интеллектом человека или будет выше. Но это концепция. Доиграетесь вы, господа айтишники? Нет, я гуманитарий. С этими делами. Ну ладно, ключевой вопрос. В итоге, вот во всем этом страшно перспективном будущем, очень хорошее будущее, нашем, каким образом при помощи искусственного интеллекта, при помощи развития технологий возвращать людей в библиотеки или приводить, скорее не возвращать, приводить людей в библиотеки. Ну, это же ваша основная задача, я думаю, да? Чтобы люди приходили в библиотеки, чтобы люди знали, что такое библиотека, чтобы люди пользовались всем спектром услуг, которые предоставляет библиотечная система. Когда мы, во главе с Светланой Васильевной, с нашим директором, да, Национальной библиотеки, думали, как сделать эту электронную библиотеку, другой, как какой-то механизм, какая архитектура. Тогда ребята предложили такую идею, что, по сути, библиотека должна быть везде, даже здесь.
прямо здесь, да, с помощью этих гаджетов и этих. Что оно должно быть всегда доступно. Всегда доступно, всегда информация должна быть доступна, всегда знания должны. Я не говорю, что здания библиотеки, они уже не нужны, как бы из здания людей не надо переводить. Да, я этого не говорю, пожалуйста, не вырезайте. Это важно, как бы, да. Но как туда переводить людей, ну, это же, ну, стандартные, скажем так, приемы, технологии, способы работы, да. Сделать там библиотеку удобной, чтобы там людям нравилось там, ну, проводить свое время. Нам в этом помогает закон, кстати говоря, Гражданский кодекс, часть 4, который касается авторского права. Допустим, айтишники библиотек, они не могут себе позволить выставить в электронную библиотеку любую книгу, которую мы захотим. Если автор против, то, извините меня, даже не так. Там считается так, по умолчанию автор против. Если вы получите согласие даже не у автора, а правообладателя, допустим, издательства. А если издательство этой книги продает, это бизнес, а тут приходит библиотека с IT и говорит: а давайте, мы же бесплатно предоставляем доступ к книгам, а давайте-ка мы в нашу электронную библиотеку положим. Говорят: не, вам как бы разрешения такого не даем. И поэтому эти книги, даже если они оцифрованы, то они полный текст открываются только в стенах библиотеки. За пределами нет. Вот. Вот это ключевое, между прочим. Да, нет, есть такое ограничение? Да, мне кажется, что это один из таких критериев, почему люди приходят в библиотеку. Людям нравится же библиотека. Там же уютно, там хорошо. Тем более там вкладывается в ремонт, допустим. В Национальной библиотеке же идет ремонт. Да. В этом году 3-й этаж, по-моему, в следующем году 4-й этаж. Вообще красота. Там какие-то роскошные витражи, да, появятся? Там, которые вот во двор выходят. Да. Ну да, по-моему, да. Угу. И вообще в этом году у вас юбилейные события, грандиозные. Столетие Национальной библиотеки. Столетие Национальной библиотеки. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Со столетием Национальной библиотеки. Угу. Как вы думаете, еще на 100 лет хватит Национальной библиотеки? Национальная библиотека вообще, она будет всегда. Пока есть, допустим, государство, да, пока есть вот эта вот, скажем, инфраструктура, в том числе культурная, там, ментальная, национальные библиотеки, да, они будут всегда. Они есть во всех странах национальные библиотеки, во всех республиках есть национальные библиотеки. Это один из признаков вот, государства, системы, да, республики. И того, что мы homo sapiens, что мы такой люди разумные. вид разумных существ, да? Да. Ну, я тогда в вашем лице поздравляю весь коллектив большой, прекрасный, Спасибо с юбилеем Национальной библиотеки. Спасибо, что пришли к нам.